Читаем парламентскую газету под номером 22 от 15 июня 2017 года. Статья «Товарищ министр, говорите откровенно». Депутаты ждут от Минэкономразвития эффективной работы по созданию цифровой экономики, совершенствованию госпрограмм, качества при бюджетном планировании и указывают на важность откровенного диалога министра с россиянами. Информация, а не доклад. Так был обозначен жанр, в котором Максим Орешкин, министр экономического развития России, выступил на пленарном заседании Госдумы в рамках правительственного часа. Что же нового услышали депутаты? Куда идут инвестиции? Оказывается, страна находится в начале новой волны экономического роста. Правда, министр не пояснил, когда случилась старая волна и какие результаты она принесла. Из его слов можно было понять, что имеется в виду канун 2014 года, до того, как цены на нефть начали кульбиты с падением, усугубленные санкциями Запада. Но и по сравнению с тем периодом падение ВВП составляет 3%, а реальные доходы уменьшились на 11%. Поэтому есть опасения, что новый рост может закончиться не так, как хотелось бы, а аналогии можно назвать не совсем удачными. Ближайшее будущее, утверждает министр, оптимистично. Во втором полугодии валовый внутренний продукт будет расти более чем на 2% в квартал, с тем, чтобы достичь к концу года целевых показателей в 2–2,5%. Орешкин, правда, не пояснил, что такое должно произойти, чтобы ВВП в считанные недели начал наращивать не меньше, чем 0,5% в месяц. Ведь рост невозможен без конкретных вложений в реальный сектор экономики. 2,3%, на которые, по словам министра, выросли в первом квартале инвестиции, не смогут простимулировать увеличение роста ВВП до 2 и более процентов, согласно данным Росстата. Ведь прирост капиталовложений ушел в добычу полезных ископаемых 530 миллиардов рублей из 1700 миллиардов. Строительство трубопроводов 184 миллиарда рублей, а также финансовый сектор, читай, на биржевые и банковские спекулятивные операции 39 миллиардов рублей. В реальном секторе экономики, напротив, инвестиционный спад продолжился. В обрабатывающей промышленности, к примеру, на 6,7%, в металлургии на 30%, в той самой автомобильной промышленности на 32,2%. И, наконец, в электронике, оптике и электрооборудовании, основе для цифровизации экономики, на 6,8–7,1%. Вывод из вышеизложенного не совсем радостный. Утверждение министра, что в отличие от прошлых лет нынешний рост экономики основывается на фундаментальных факторах, объективными данными пока не подтверждается. Путь к цифровой экономике непрост. Разумеется, не мог обойти министр и тему, как развивать цифровую экономику, необходимость создать которую провозгласил президент России на Петербургском международном экономическом форуме. Орешкин доложил депутатам, что в цифровую экономику будет направлено 5 триллионов рублей и уже намечено, куда эти деньги пойдут. Однако не все парламентарии восприняли бодрую тональность министра, не замедлив высказать свои сомнения с трибуны. В частности, Сергей Жигарев от имени фракции ЛДПР раскритиковал деятельность министерства, не усмотрев в ней предпосылок для стратегического перелома в пользу цифровой экономики. Еще более красноречивым было выступление председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова от фракции «Единая Россия». Цифровая экономика – это как раз задача – бежать сегодня, чтобы не отстать завтра. Максим Станиславович, вы упомянули об этой задаче, а вот что мы собираемся для ее достижения делать, обратился депутат к Орешкину. Ведь цифровая экономика – это не просто принятые законы, это не просто даже деньги, которые выделены. Это изменение культуры, это изменение экономики, это изменение понимания людей. Этого, к сожалению, здесь нет. Упомянув о позитивных сдвигах в деятельности ведомства, впервые за многие годы к нам пришел министр экономического развития для того, чтобы отстаивать прогноз, который они предложили правительству. Макаров напомнил вопрос первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева. Партию интересует заявление СМИ со ссылкой на Минэкономразвитие о том, что до 2035 года не будут расти пенсии. Орешкин заявил, что представители ведомства такого не говорили. Но, может быть, тогда надо сделать заявление министра экономического развития, что это ложь? Спросил Макаров. Это на самом деле настраивает людей против правительства, против страны, против государства. Я не боюсь это сказать, а вы стесняетесь. А то у нас получается, что клеветать на политику, клеветать на программы, клеветать на то, что делает государство, правительство, Государственная Дума можно безнаказанно, а вы на это не отвечаете. Законодатель убежден, что министр обязан не оставлять подобные выпады без внимания. Еще один критический вопрос касался реализации государственных программ. Макаров обратил внимание, что
принимаемые в октябре госпрограммы меняются в апреле, чтобы привести их в соответствие с бюджетом. При таком подходе к государственным программам что мы ждем? Это сфера вашей ответственности, и это то, что мы будем от вас требовать. Это и есть парламентский контроль. Он существует не для формы, а для того, чтобы решать проблемы людей, подчеркнул депутат. Подводя итоги правительственного часа, спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Минэкономразвития быть более открытым и активнее выстраивать диалог с законодателями и экспертным сообществом, прорабатывая многие вопросы в так называемом нулевом чтении. Мы решаем вместе задачи повышения благосостояния людей. Нам надо думать о том, а не каждому о своем, считает председатель палаты. Статью подготовил Юрий Скиданов. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.